Все мы знаем, что сегодня в Алматы произошел террористический акт, который привел, к сожалению, снова к человеческим жертвам. Я выражаю соболезнования близким погибших полицейских и местным органам, соответствующим ведомствам, принять все меры для того, чтобы поддержать семьи и помочь, как положено по закону, и все, что необходимо сделать. Правоохранительные органы работают, разбираются, что к чему. Поэтому я пригласил сейчас вас, чтобы прояснить ситуацию, заслушать министра внутренних дел, председателя Комитета национальной безопасности, чтобы определить дальнейшие действия. По сути дела, сейчас и второй установлен. Он оказался просто водителем. Сейчас проверяем причастность. Оружие изъято. Все, кто участвовал, задержаны сейчас. Но сейчас хронологию хотел еще доложить, что сегодня в 10 часов 54 минут неизвестный преступник подошел к Алмалинскому РОВД и подошел к постовому, который, когда потребовал документы, достал пистолет и произвел 2 выстрела в него. Ранил его, завладел его автоматическим оружием и произвел несколько выстрелов в сторону дежурной части, а также несколько выстрелов произвел стоящих во дворе РОВД людей. При этом здесь 4 полицейских получили ранения, и 1 гражданский, бывший наш пенсионер, он получил смертельное ранение. Вот это гражданский погибший. После этого преступник выбежал на улицу и остановил автомашину, сел в нее, вот, которого мы считали, что вот, вторым, он оказывается под угрозой его, заставил поехать вот, на Байзаха улице и по дороге произвел еще несколько выстрелов, въехавший на вызов патрульных автомашин. Вот. Подъехав к зданию Комитета национальной безопасности, он вышел и открыл огонь еще по одной патрульной автомашине, ранил еще 2 наших сотрудников. Воспользуясь этим, вот этот водитель избежал оттуда. Мы его сейчас нашли. После этого он остановил еще одну автомашину, где сидел старший лейтенант пограничной службы, значит, и с ним доехал до улицы Абая, но тот оказал, по-видимому, сопротивление. Ну и когда он к 3-му адресу подъехал, там уже вступил в перестрелку с нашими полицейскими, которые дежурили на посту. Вот, один получил, правда, смертельное ранение, а второй смог его ранить и одел наручники на него. И изъяли все оружие. Пистолет, которым он стрелял наших полицейских возле РОВД, нашли возле РОВД, а автомат изъяли там. Ночью, 3 часа 52 минуты, он совершил убийство женщины. Значит, ночью у нас есть свидетели, то ли ссора была с женщинами, значит, легкого поведения, одна из них гражданка Узбекистана, он подошел к машине, где она сидела, таксиста попросил, значит, включить свет, когда тот отказал, он открыл стрельбу, вот с этого же самого пистолета. Потом угнал эту автомашину, мы нашли эту машину вместе с погибшей женщиной. Куликбаев Руслан Наукызбаевич, 11 июня 1990 года рождения, уроженец Кызылординской области, ранее проживал в городе Байконур. Женат, в настоящее время жил в поселке Интымак Илийского района Алматинской области, занимался торговлей сотовыми телефонами. 27 августа 2010 года осужден Энбекшинским районным судом города Чимкент по статье 178, часть 2, грабеж с применением насилия. 8 мая 2012 года уже был осужден Кызылординским городским судом по статье 251 «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия» к 2 годам 11 месяцам лишения свободы. В тюрьме, в колонии он сошелся с салафитами. Сейчас разбираемся. По линии правоохранительных органов по порядку в городе надо принять необходимые меры. Оказать соответствующую психологическую, материальную поддержку родственникам погибших, родителям, семье. Все, что положено. Мы потом еще к этому вернемся. Места массового скопления граждан защитить. Сейчас надо принять неотложные меры по обеспечению здоровья тех, кто там ранен, и оказанию помощи. Провести расследование до конца, обеспечить информирование населения города Алматы, чтобы их успокоить и обеспечить в целом общественное спокойствие. И регулярно информировать население, потому что сейчас пойдут слухи, там взрывают, там поставили это и так далее, и так далее. И жестко пресекать панические провокационные слухи, провокаторов выявлять
Я вот заявляю, в этих острых случаях, если начнут провокации врать и провоцировать через интернет, через сети, будем строго наказывать. Министерство внутренних дел вместе с оперативной группой вылететь в Алматы. Мы уже, наверное, вылетели, да? Да. Ты сам езжай туда. Совместно с Акимом обеспечить необходимое информирование, все меры стабилизации обстановки в городе. Граждане города Алматы и остальные должны быть уверены, что мы принимаем самые решительные меры наведения порядка везде. Поэтому сейчас вот после таких событий во Франции один человек на грузовике задавил столько людей. События сейчас в Турции и начнутся будоражить обстановку. Поэтому информационное поле Казахстана строго должно держать руку на пульсе, соответственно, реагировать по всем вопросам. Так что вот это оперативные меры, которые сейчас немедленно надо принимать.